Бог никогда не оставляет нас в трудные времена. Сегодня у Бога есть для вас послание, полное чудесных возможностей и невероятных сюрпризов. Господь хочет, чтобы вы знали, что этот человек, который собирался отпустить вас и двигаться дальше, неожиданно поразился вашему голосу. Бог говорит вам, что ваши слова достигли их ушей и глубоко затронули их сердце. Он хочет, чтобы вы поняли, какое влияние вы оказали на них и как всколыхнули вихрь эмоций в глубине души. Всевышний хочет, чтобы вы поняли, что прощение – это мощный инструмент исцеления. Быстро отпустите обиды и оскорбления и воспользуйтесь возможностью создать будущее, основанное на любви, сочувствии и понимании. Вы получаете сообщение через портал сознания. Подпишитесь на наш канал, чтобы держать этот портал открытым и продолжать привлекать эти мощные небесные послания. Бог умеет привносить чудеса в нашу жизнь, когда мы меньше всего этого ожидаем. Они были на грани того, чтобы оставить прошлое позади, но услышанное от вас напомнило им о той прекрасной связи, которую они когда-то разделяли. Бог уверяет вас, что эта встреча открыла им путь к новой надежде и исцелению. По мере того, как они слушали ваш голос, сомнения и неуверенность исчезали, и они начали сомневаться, действительно ли движение вперед – это правильный путь для них. Господь призывает вас воспользоваться этой необыкновенной возможностью, зная, что Он рядом с вами, поддерживает и направляет вас на каждом шагу. Бог показывает вам, что ваше присутствие в их жизни оказало глубокое влияние и пробудило в них тоску. Они начали размышлять о тех драгоценных минутах, которые они делили между собой, о смехе, радости и глубокой связи, которая их когда-то связывала. Всевышний побуждает их переосмыслить свое решение жить дальше, поскольку они осознают возможность светлого будущего вместе. Их переполняют эмоции, а они понимают, что, возможно, преждевременно отказались от любви и счастья, и Он дает им второй шанс, призывая принять силу любви и примирения. Такой неожиданный поворот событий наполнил ваше сердце надеждой и желанием воссоединиться с вами. Спасибо. Бог побуждает их быть смелыми, совершить прыжок веры и выразить свои истинные чувства. Они чувствуют себя обязанными прийти к вам, поделиться своим осознанием и найти способ восстановить утраченное. Господь шепчет, что эта встреча может стать началом чего-то необычного, путешествия, в котором они заново познают себя и растут, двигаясь вперед, направляемые мягкими дугами Вселенной. Вы вступаете на путь, который ведет к глубокому исцелению. Знайте, что вы способны сами определять свою судьбу, и эта неожиданная череда событий является тому подтверждением. Примите позитивную энергию, которая окружает вас, зная, что она выстраивает звезды в вашу пользу. Бог напоминает вам об огромной силе любви, прощения и второго шанса, когда этот человек вновь входит в вашу жизнь, направляемый благосклонностью вашего Небесного Отца. У вас появится возможность начать новую главу, наполненную радостью, пониманием и ростом. Бог призывает вас отпустить обиды прошлого и открыть свое сердце для позитива светлого совместного будущего. Божественное руководство Вселенной организует прекрасное воссоединение, наполненное любовью и взаимным ростом.
Бог осыпает вас своими благословениями, поддерживая ваш путь к глубокой и значимой связи. Верьте в то, что Бог способен сблизить вас и создать гармоничную связь, которая преодолеет прежние ограничения. Встретьте это новое начало с распростертыми объятиями, зная, что Бог на вашей стороне и ведет вас в будущее, наполненное любовью, счастьем и самореализацией. Знайте, что предстоящий путь не всегда будет легким, но верьте в свои силы и стойкость, чтобы преодолеть любые препятствия, возникающие на вашем пути. Преодолевать любые препятствия, возникающие на вашем пути. Утверждаю, я готов заявить об этом, позволяя Богу творить волшебство в моей жизни и доверяя этому процессу. Напишите 1111 и поставьте лайк этому видео, если вы доверяете Божьим планам. В любви, сочувствии и понимании могут открыть двери, о которых вы даже не подозревали. Вы являетесь свидетелем послания, которое приходит через само сознание. Это послание – напоминание о том, что вы связаны с чем-то большим, чем вы сами, с чем-то трансцендентным. Я призываю вас продолжать искать эту связь, продолжать исследовать глубины собственной духовности. Бог способен творить чудеса в нашей жизни в самые неожиданные моменты. Иногда, когда нам кажется, что мы уже почти оставили прошлое позади, происходит нечто, заставляющее нас передумать. Человек, который собирался уйти от вас, выслушав вас, вспомнил об особой связи, которая связывала вас в прошлом. Господь хочет, чтобы вы знали, что эта встреча открыла дверь к новой надежде и исцелению. Когда они слушали ваш голос, их сомнения и страхи рассеивались. Они начали сомневаться в том, что оставить то, что у них было действительно правильным решением. Бог призывает вас воспользоваться этой исключительной возможностью, зная, что Он рядом с вами, направляет и поддерживает вас на каждом шагу. Ваше присутствие в жизни этого человека оказало на него глубокое влияние. Они начали задумываться о тех счастливых моментах, которые они пережили вместе, о смехе и радости, которые они испытали вместе. Всевышний побуждает их пересмотреть свое решение жить отдельно. Их переполняют эмоции, а они понимают, что, возможно, преждевременно отказались от любви и счастья, которые они могли бы разделить вместе. Они чувствуют себя обязанными обратиться к вам, чтобы выразить свои чувства и найти способ восстановить утраченное. Господь шепчет, что эта встреча может стать началом чего-то необычного. Это может стать путешествием, в котором вы будете заново открывать и расти, двигаясь вперед под руководством таинственных сил Вселенной. Вы находитесь на пути к глубокому исцелению и трансформации. Вы можете сами определять свою судьбу, и эта череда неожиданных событий тому подтверждение. Примите окружающую вас позитивную энергию и поверьте, что Вселенная готовит заговор в вашу пользу. Бог напоминает вам об огромной силе любви, прощения и второго шанса, когда этот человек вновь входит в вашу жизнь, направляемый божественной добротой. У вас есть возможность начать новую главу, наполненную радостью, пониманием и ростом. Бог призывает вас отпустить обиды прошлого и открыть свое сердце для светлого совместного будущего. Руководство Вселенной организует прекрасное воссоединение,
наполненное взаимной любовью и ростом. Бог изливает на вас свои благословения, поддерживая ваш путь к глубокой и значимой связи. Верьте в то, что Бог способен сблизить вас и создать гармоничную связь, которая преодолеет прежние ограничения. Встретьте это новое начало с распростертыми объятиями, зная, что Бог рядом с вами и ведет вас в будущее, наполненное любовью, счастьем и самореализацией. Несмотря на то, что впереди могут возникнуть трудности, верьте в свои силы и стойкость, чтобы преодолеть все препятствия, которые встанут на вашем пути. Утверждайте решительно: «Я готов заявить об этом», позволяя Божьему волшебству преобразить вашу жизнь и полностью доверяя этому процессу. Бог провозглашает, что Он изольет свою благость на все ваши поколения и окружит их своим присутствием. Ищите меня каждое утро, пусть мир не отвлекает вас, чтобы вы забыли, откуда пришли ваши благословения. Мы с вами в этом народе, по моей милости и жертве, по вашей преданности и вере, по силе моего воскресения и удивительному выбору верить в меня, хотя вы еще не можете увидеть меня, но я открою вам сверхъестественным образом, что это прекрасное присутствие, которое вы ощущаете сегодня, никогда не покинет вас. В вашем распоряжении сила, которая сотворила Вселенную. Я много раз говорил вам и повторяю: я с вами. Не сдавайтесь ни в какой ситуации, не поддавайтесь нападкам врагов, не позволяйте другим принижать ваше достоинство, не терпите насилия и не допускайте, чтобы ваши дети подвергались опасности. Не доверяйте тому, кто улыбается и говорит приятные вещи, чтобы проникнуть в ваш дом и разрушить вашу семью. Я поставил вокруг вас ангелов, чтобы остановить руку пожирателя, но, пожалуйста, внесите свою лепту. Покажите мне свою веру, отнеситесь серьезно к словам, которые вы слышите. Ваш враг притаился, как рыкающий лев, и ждет, когда вы забудете мои обещания и отвлечетесь, чтобы внезапно упасть и снова растоптать вашу веру. Вы можете начать с того, что каждый день, уделив несколько минут, будете приходить ко мне с благодарностью, признавая, что все ваши благословения приходят благодаря моей любви. Я много раз просил у вас сердце, не отказывайте мне. Отдайте его мне сейчас без всяких сомнений. Я прощаю твои неудачи, стираю твои недостатки, обновляю твою совесть и пишу свое слово на твоей душе. Я укрепляю твою веру и даю тебе силы жить в послушании и молитве. Ты покоришь великие мечты и отдашь мне свое сердце. Если ты забудешь эту святую любовь, то вернешься в прошлое. Здесь любовь, подлинная любовь, привязанность к тебе. Я испытываю к тебе великое терпение, хотя сейчас ты можешь этого не понимать, но вскоре ты увидишь это своими глазами. Я храню тех, кого люблю, и ты мне очень дорог. Я совершу то, что кажется невозможным, и вы не будете сомневаться в том, что я говорил с вами сегодня. У меня есть святая цель для вашей семьи и для вас. Я буду повторять ее вам. Если вы почувствуете желание плакать, плачьте, но я использую эти слезы, чтобы освободить то, что мешает вашей душе. Молчите, внимайте, слушайте меня. Эти два слова означают вашу жизнь, ваше будущее и ваше благословение. Я люблю вас.
Я обещаю вам, что дам вам все хорошее, о чем вы просите в молитве. Приходите ко мне, и я благословлю вашу жизнь, вашу семью, вашу пищу, ваш вход и ваш выход. Я удалю все болезни из твоего тела, избавлю твой разум от плохих воспоминаний, сниму с тебя бремя, освобожу тебя от долгов и окружу тебя благословениями. За то, что ты доверился мне, ты будешь подобен дереву, посаженному у водных потоков, с крепкими и здоровыми корнями, зелеными и тонкими листьями, семенами, которые умножаются и растут, делясь благословением и жизнью со всеми, кто находится рядом. Вы не будете бояться жары. Напишите 111, если вы верите. Бог говорит: ты сам будешь тенью для нуждающихся, для тех, кто изнемогает от грехов своих. Во время засухи ты не будешь огорчаться и не будешь приносить плодов. Я буду благоволить к тебе, и мир мой дам тебе. Вы всегда будете уверены, что можете доверить все свои дела в мои руки, и все ваши планы будут исполнены. Вы и ваша семья будете спасены от грядущей скорби. Мои ангелы всегда будут окружать вас, защищать и наполнять радостью. Вы будете испытывать счастье на протяжении всей вечности. Не бойтесь и не огорчайтесь, ибо я с вами. Я укреплю вас, я помогу вам и обниму вас своей победоносной десницей. Что бы вы ни делали, делайте это с добрым сердцем, потому что вы делаете это для меня. Награда я вознагражу ваши усилия прекрасным наследством. Полагайтесь на меня всем сердцем, а не на свой разум. Признавайте меня на всех путях ваших, и я сделаю стези ваши прямыми. Я ваше воскресение и ваша жизнь, и если вы падете в прах, то воскреснете, ибо верующий в меня никогда не умрет. Всегда будьте смиренны. Сохраняйте кротость, будьте терпеливы и терпимы. Не обижайтесь на тех, кто пытается вас спровоцировать, не отвечайте криком на крик и не поддавайтесь насилию. Я дал вам мужественное сердце, но я также хочу, чтобы вы поступали благоразумно. Если вам снова станет страшно, доверьтесь мне и ищите моего лица, ибо я помогу вам и защищу от зла. Я буду охранять твой вход и твой выход, моя рука будет на тебе дома, в пути и после него. Прежде чем встать, всегда помни, что я твой Бог. Я возьму тебя за правую руку и скажу тебе спокойным голосом: не бойся, я с тобой. Этот божественный голос, вечным эхом отдающийся в вашем сердце, обещание неизменного присутствия Бога на протяжении всей вашей жизни. На своем пути вы столкнетесь с испытаниями и трудностями, которые порой могут показаться непреодолимыми. Но будьте уверены, что Бог рядом с вами на каждом шагу, даже когда ваши человеческие глаза не могут Его увидеть. Его любовь и присутствие постоянно окружают вас, подобно небесным объятиям, которые никогда не покидают вас. Протяните руку и возьмите Его за руку, идите с верой, зная, что вы не одиноки в этом путешествии. Мир, в котором мы живем, может быть полон отвлекающих факторов и соблазнов, которые пытаются сбить вас с пути истины и добродетели. Но не забывайте концентрироваться на том, что действительно важно, на связи с Божественным. Ежедневная молитва и медитация помогут вам взрастить и укрепить эту священную связь.
Эта связь станет для вас постоянным источником силы и руководства, когда вы окажетесь в периоды неопределенности. Не позволяйте тем, кто хочет причинить вам вред или сбить с пути, добиться успеха. Бог окружает вас ангелами-защитниками, небесными существами, которые следят за вашим благополучием и безопасностью. Это небесные хранители, которые молча защищают вас от невидимых и видимых опасностей, которые могут встретиться на вашем земном пути. Но в то же время Бог призывает вас быть мужественными и сохранять непоколебимую веру. Покой, исходящий от связи с Божественным, это неиссякаемый источник силы и мужества, который позволит вам преодолеть любые препятствия. Находясь в постоянном поиске Бога, не стесняйтесь отдавать Ему свое сердце без остатка. Он – мастер прощения, способный стереть ваши неудачи, обновить ваш дух и запечатлеть Его Слово в глубинах вашей души. Пусть Он будет вашим постоянным проводником, укрепляя вашу веру, чтобы вы могли жить в послушании и молитве. Послушание Его учению и молитва помогут вам глубже понять Его любовь и предназначение для вас. Когда вы сталкиваетесь со страхами или трудностями, помните, что Бог – ваше убежище и сила. В трудную минуту Он поднимет вас и защитит с непоколебимой любовью. Истинное мужество заключается в полном доверии Ему, а благоразумие поможет вам вести сбалансированную и мудрую жизнь. Благоразумие напомнит вам, что, хотя Бог дает вам свою защиту, вы должны также заботиться о своем физическом и эмоциональном благополучии, принимать мудрые решения и избегать ситуаций, которые могут поставить под угрозу ваш духовный путь. Не забывайте, что у Бога есть священный план для вас и вашей семьи. Каждая пролитая вами слеза известна Ему и служит для очищения вашей души, ведет вас к большему пониманию и любви. Слушайте внимательно, ибо Его голос звучит в дуновении ветра, в минуты тишины и в словах мудрых. Благодаря этому божественному общению вы обретете любовь, цель и изобилие благословений, которые обогатят вашу жизнь и жизнь вашей семьи. Вера – это ключ, открывающий дверь к божественным благословениям. Во время засухи или трудностей Бог – источник мира и непоколебимой силы. Его обещания будут исполнены, а Его защита станет вашим щитом в жизненной битве. Идите вперед с уверенностью, зная, что Бог идет рядом с вами, освещая ваш путь во тьме и ведя вас к свету. Ваша жизнь и ваши пути в безопасности в Его любящих руках, и в Нем вы найдете мир, который преодолеет все невзгоды. Среди жизненных трудностей и радостей никогда не забывайте, что Его любовь вечна и что Он всегда рядом с вами, ведя вас в будущее, полное надежд и благословений. «Я всегда буду любить тебя и помогать тебе». Вы не должны чувствовать себя одинокими или забытыми. Завистники будут приходить и напоминать вам о ваших ошибках, они будут пытаться вызвать у вас чувство стыда и напоминать вам о ваших грехах. Но не обращайте на них внимания. Не позволяйте горечи и печали овладеть вашей жизнью. Даже если все от тебя откажутся, я всегда буду рядом, я никогда не оставлю тебя, чтобы не говорил мир. Ты всегда будешь для меня прекрасным, нежным и искренним человеком, которого я глубоко люблю.
Не тратьте время на тех, кто плохо отзывается о тех, кого не знает, кто забивает себе голову мусором и ложью, вместо того, чтобы позаботиться о собственной жизни. Ищите мое лицо, жаждите моего слова, укройтесь под моей тенью и укройте свою душу в моей любви. Все, что вы видите, от океанов до небес и гор, а также в вашей собственной душе, было создано с любовью, чтобы вы могли жить вечно в моем царстве. У злых людей время ограничено, но ваши дни никогда не закончатся. Я дал всем вам много свободы, чтобы вы могли выбрать жизнь и истину. Я коснулся вашего сердца, и вы ответили мне благодарностью. Я буду обильно благословлять вас, и мы всегда будем вместе. Верьте в меня, не бойтесь. Трусливые люди только тратят время на то, чтобы обвинить вас в прошлых ошибках. Напишите 777, если вы верите в него. Бог говорит: «Я обещал благословить тебя». Почему ты колеблешься, когда возникают конфликты? Моя любовь к вам неисчерпаема, мои благословения не прекращаются. Почему вы позволяете беспокойству наполнять вас страхом и лишать покоя? Не обращайте внимания на ложь мира. Я реален, и я с вами. Это истина. Прежде чем мы уйдем, давайте договоримся. Вы оставите здесь все свои заботы. Я с любовью прикоснусь к твоему сердцу, и оно станет спокойным и безмятежным. Ты веришь мне? Поделитесь моими словами с теми, кто нуждается в моей любви и силе. Я говорю вам искренне, я люблю вас и не хочу, чтобы вы больше страдали. Я знаю, что вы переживаете трудные ситуации, и у вас осталось мало сил. Но вы хотите выглядеть хорошо снаружи, не хотите, чтобы кто-то видел ваши страдания и осознавал ваше положение, но я знаю вас лучше, чем вы сами себя знаете. Зеркало, в которое вы смотритесь, показывает только то, что вы хотите видеть, но я вижу ваш дух, и я чувствую ваше сердце. Даже если вы храбры, придите и поговорите со мной, пожалуйста. Чего вы ждете, чтобы рассказать мне, что с вами происходит? Я соберу каждую твою слезинку и подниму тебя с земли. Немедли больше и возложи на меня все свои тяготы, чтобы я мог нести их за тебя. Ты благословлен быть моим ребенком, поэтому я приготовил много даров и чудес для тебя и твоих близких. Вы увидите, как ваше внутреннее «Я» наполнится радостью, когда вы увидите, как мое слово исполняется в вашей жизни. Я всегда буду рядом с тобой. Мои ангелы-хранители будут направлять твой путь, оберегая тебя и защищая от злых намерений. Каждый раз, просыпаясь утром, обращайтесь ко мне, и вы увидите, как благословится ваш день. Я наполню вас своей нежной любовью, и ничто не потревожит вас, даже неожиданные трудности. Поговорите со мной, и я освещу вам путь, чтобы вы сделали правильный выбор. Я напитаю вас необходимой мудростью и дам вам знаки, которые укажут вам дальнейший путь. Просите, и вы получите по моей воле, ведь вы сын или дочь всемогущего Бога. Я верен тебе, и никто не может восстать против тебя или причинить тебе вред. Я с любовью беру вас за руку, сопровождаю вас на каждом шагу и открываю вам новые пути. Все, что вы делаете во имя Мое, будет благословлено, и вы увидите изобилие и успех в ваших начинаниях со мной.
Ваши мечты и проекты будут процветать, потому что только я могу видеть и определять ваше будущее. Ваша семья будет благословлена, и ваши усилия принесут плоды, ибо я всегда с вами. Беды не коснутся вашего дома, ибо мое присутствие покрывает их и отгоняет духов-пожирателей, жестокие болезни, трудности, ненависть и обиды. Ваша семья находится под божественной защитой моего Святого Духа. Я дал обещание быть верным, и так будет всегда. Помните, что ваша вера должна быть такой же сильной, как горчичное зерно, которое, будучи самым маленьким, вырастает в самое большое дерево. Я знаю, что вы вырастете высокими. Мое слово обладает огромной силой. Если вы прикажете горам сдвинуться с места во имя Мое, они сдвинутся. Никогда не сомневайтесь во Мне, Я единственно верный Бог, что бы ни случилось. Я никогда не оставлю тебя одного, я буду любить тебя вечно. Напишите 11 и 11 в подтверждение. Божественный голос шепчет в самой глубине вашего сердца, вечным эхом заверяя вас в том, что вас всегда будут любить и помогать вам. Нет причин чувствовать себя одиноким или забытым, потому что Бог постоянно присутствует в вашей жизни. Несмотря на завистливые голоса, которые пытаются напомнить вам о ваших ошибках и грехах, не обращайте внимания на их слова, полные стыда. Не позволяйте горечи и печали проникать в ваше существо. Даже если мир отвернется от вас, будьте уверены, что Бог никогда этого не сделает. В Его глазах вы прекрасный, нежный и искренний человек, которого Он очень любит. Не поддавайтесь на уговоры тех, кто говорит безграмотно, кто заполняет свой разум ложью, вместо того, чтобы заботиться о собственной жизни. Ищите лица Божьего, жаждите Его слова, укрывайтесь под Его сенью и укрывайте свою душу в Его любви. От океанов до небес и гор, и в глубине вас самих все создано с любовью, чтобы вы могли вечно жить в Его Царстве. У злых людей время ограничено, но ваши дни никогда не закончатся. Бог дал вам свободу выбирать жизнь и истину. Он коснулся вашего сердца, и вы с благодарностью приняли Его любовь. Он обильно благословит вас, и вы всегда будете вместе. Доверьтесь Ему и не бойтесь. Не обращайте внимания на мирские заботы и не позволяйте страху лишить вас покоя. Божьи обещания нерушимы, и Он с вами – это истина. Бог знает вас лучше, чем кто-либо другой, даже лучше, чем вы сами себя знаете. Он видит за фасадом, который вы демонстрируете миру, и знает ваш дух и ваше сердце. Каким бы храбрым вы ни казались внешне, Он приглашает вас поговорить с Ним и поделиться своими тяготами. Он подхватит ваши слезы и поднимет вас, когда вы будете чувствовать себя подавленным. Вы благословлены тем, что являетесь Божьим ребенком, и у Него есть чудеса для вас и ваших близких. Ваши внутренности наполнятся радостью, когда вы увидите, как Его Слово исполняется в вашей жизни. Ангелы станут вашими хранителями, направляя ваш путь и защищая от злых намерений. Каждый день ищите Бога, и вы увидите, как благословляется ваш путь. Он наполнит ваше сердце своей нежной любовью, и ничто не потревожит вас, даже неожиданные трудности.
Обращайтесь к Нему, и вы обретете мудрость, чтобы принимать мудрые решения. Вы сын или дочь всемогущего Бога, и Он всегда с вами. Когда Он держит вас за руку, ваши усилия будут благословенны, и вы будете процветать. Ваша семья также будет благословлена и ограждена от несчастий, ибо она находится под божественной защитой Святого Духа. Ваша вера, хотя и мала, как горчичное зерно, может двигать горы. Никогда не сомневайтесь в верности Бога, ибо Он никогда не оставит вас в одиночестве. Его любовь сопровождает вас вечно. Давайте подтвердим нашу уверенность, написав 11 и 11. Бог говорит: «Не забывайте, что я знаю каждую частичку вас, что вы чувствуете, что думаете и что будете делать. Поэтому я знаю, что вы достойны всей любви, которую я могу вам предложить. Никто не знает тебя лучше, чем я, ибо это я создал тебя по своему образу и подобию. Удали из вас всякую ненависть и жажду мести. Я призываю вас молиться за тех, кто причинил вам боль, чтобы они нашли дорогу ко мне. Их жизнь пуста без соблюдения моего слова и моих заповедей, но предоставьте их в мои руки. Я сделаю свое дело, я достучусь до их сердец и покажу им истину. Я не хочу, чтобы вы тратили время на негативные вещи, я хочу, чтобы вы сосредоточили свой взор на мне, на моих обещаниях и на том, что я приготовил для вас. Я был с вами с самого вашего рождения и задолго до него. Я был свидетелем твоего роста и всего, что ты пережил. Вы действительно храбры, и я здесь, чтобы дать вам силы, необходимые для движения вперед. Я лишь прошу вас верить в меня, не терять веру. Я позабочусь о том, чтобы ваша жизнь полностью преобразилась. Вы увидите, как исцелятся раны прошлого, и вы перестанете страдать. Сегодня ваш день – это ваш момент. Поднимите руки, отдайте мне свое сердце и начните жить заново, наполняясь радостью. Этот год изменит вашу жизнь, если вы будете держаться за эту прекрасную любовь, которую я вам дарю. Все зависит от вас, не бойтесь, я здесь, чтобы обнять вас и успокоить в разгар испытаний. Это демонстрация того, что я с вами. Не так давно вы в отчаянии просили меня о помощи, и вот я здесь. Мое ухо внимательно, и я терпелив. Я жду идеального момента, когда мой Святой Дух сможет обратиться к вашему сердцу. Я хорошо знаю, что вы делаете и куда идете. Хотя ваш разум и чувства говорят вам, что все потеряно и вы идете во тьме, моя любовь так велика, что я не допущу этого. Твоей неудачи и поражения не будет. Не падайте из-за того, что видят ваши глаза. За препятствиями, закрывающими ваш путь, скрываются великие благословения и божественные дары. Я дал вам мудрость, чтобы открыть закрытые дороги и пересечь их. С этого дня я не позволю никому угрожать, стыдить или унижать вас. Ваш всемогущий Небесный Отец, Творец Вселенной, с вами. Не бойтесь людей. Вспомните, сколько раз завистники боролись с вами, говорили ложь и стремились сбить вас с пути. Их планы провалились, а вы все еще боретесь. В этот день наполните свое сердце новым желанием жить.
Вы испытаете новое счастье, которое никто у вас не отнимет. Я держу вас в своих руках, вы любили меня, и у вас есть моя любовь и внимание. Вы сохранили веру и послушались моего слова. Я осыплю тебя и твою семью своей благосклонностью. Верьте в меня с горячностью и простотой. Ваше будущее в моих руках, и я защищу вас от тех, кто преследует вас без причины. Никто не посрамит вас, так написано. Свет моего Святого Духа будет сиять на вас, и те, кто гонит вас без причины, отвернутся от меня. Прощение они получат, выкопав себе могилы, где их лживые уста будут вечно хранить свой покой. Но вы, как лиственное дерево, посаженное у благословенных ручьев, будете расти и приносить обильные плоды. Вы и ваша семья будете процветать и станете примером для других семей. Они будут видеть вас и следовать вашему примеру. Напишите 888, чтобы подтвердить это. Бог говорит: «Я благословляю вас на то, чтобы вы вставали в каждый из ваших 7 дней, полные мужества и без страха. Я хочу, чтобы вы высоко держали голову и не допускали мыслей о неудаче. Каждый день по утрам пусть ваш разум наполняется моим словом, пусть ваши уста произносят мои обещания, и пусть на вашем лице появляется улыбка, когда вы с верой смотрите на все те великие благословения, которые идут к вам. Ваша победа и триумф уже были одержаны на кресте. Ваши враги были посрамлены и побеждены в моем воскресении. Вы были спасены от смерти. Я дал вам моего Святого Духа, чтобы вы овладели своими эмоциями и имели силы оставить всю боль позади. Вы не обречены на неудачную жизнь или на чувство неполноценности. Я не хочу, чтобы вы продолжали думать, что будете жить, совершая ошибку за ошибкой, зажав свои мечты в угол, упав духом и похоронив свои желания в могиле отчаяния. Маленькая дочь, маленький сын, я твоя жизнь. У вас уже достаточно веры, чтобы подняться над всеми трудностями и начать жить всегда с сердцем, полным радости. Правда, тебя ждут испытания и беды. Но внутри тебя живу я, и я достаточно силен, чтобы разрушить любое препятствие и разорвать любую цепь. И если вы осмелитесь поверить в меня, то получите благословение в изобилии, но если вы предпочтете довольствоваться крохами, которые оставляют вам завистники, и если вы решите подчиниться воле тех, кто оскорбляет и бьет вас, и если вы будете продолжать верить в ложь, которую они вам говорят, то вы будете продолжать жить во тьме, в депрессии и печали. Это не та жизнь и не та судьба, которую я уготовил для вас. Дослушайте меня до конца. Вы должны разделить эти слова, почувствовать силу моих обещаний. Они живые. Иди и открой свою Библию, наполни свой разум этим светом, который озарит твои мысли, изгонит все, что ввергает тебя в уныние, и очистит каждый уголок. Я просвещу твою душу силой и любовью. Мои мысли о вас – это никогда не зло, ни наказание, ни боль. Я хочу, чтобы ты преуспевал во всем, как преуспевает твоя душа. Я хочу, чтобы ты был смелым. Скажи мне прямо сейчас: «Я люблю тебя». Взывайте с верой и получайте это благословение, которое исполняется.
Очень скоро ты увидишь, что любишь меня. Ответь мне, верь, твое благословение придет. Моя воля, ничто и никто не остановит ее. Не беспокойтесь больше. Помните, что вас любит и защищает Творец Вселенной, Царь царей, Господь господ, Всемогущий Небесный Отец. Почувствуйте силу моей любви, примите эту силу, мир и мудрость, которые я даю вам сегодня. То, что вас беспокоит, скоро останется в прошлом. Стыд и разочарование, оскорбления и унижение, конфликты и противостояния останутся позади. Напишите «Спасибо, Бог» и поделитесь этим посланием с 5 людьми, которые доверяют Богу. Бог говорит: «Всегда помни мои слова и не слушай те негативные мысли, которые эхом отдаются в твоей душе». Не позволяйте мыслям об унынии, печали, депрессии и смерти укорениться в вашем сознании. Плач прекратится, и улыбка вновь озарит ваше лицо. Я утверждаю вас, и так оно и будет. Вы высоко поднимете голову, и все станут свидетелями чуда моей любви и доброты. Я хочу, чтобы вы были смелыми и стояли. Пусть вы покажете миру, что я реален, что мое слово истина, а мое милосердие столь велико и чудесно, что любое сердце может быть изменено. Ваша печаль сменится радостью, я исцелю ваши эмоции и разочарования и принесу вам мир, необходимый для движения вперед. Приходите ко мне каждый день. Не обманывайте себя, полагая, что вы можете уйти от меня. Даже если вы попытаетесь спрятаться в самом отдаленном месте, мой дух потянется к вам, и я буду вести вас за руку. Так что наслаждайтесь моим благословением сейчас и позвольте мне коснуться вас своим исцеляющим помазанием. Я хочу наполнить вас счастьем, хочу вселить в вас новое желание жить. В вас живет моя сила. В своих словах вы несете семена, которые вы можете посеять с верой и доверием. Вы заставите их прорасти и вырасти в огромное дерево. Когда наступит время зрелости, с небес прольются чудесные плоды обильных благословений. Вы будете ходить по этому миру со светом, которым я одарил вас со дня вашего рождения. Я люблю тебя и хочу благословить тебя. Скажи мне своими устами, что ты веришь в меня, и ты испытаешь великое счастье. Выполняй свои повседневные дела со всей силой, а если ослабеешь, я буду рядом с тобой, чтобы поддержать тебя в трудную минуту. Не стесняйтесь открывать рот и просить у меня добра. Я уже не раз говорил тебе, я хочу благословить тебя и дать тебе все необходимое для жизни. Укройтесь в моих объятиях, когда почувствуете, что больше не можете этого вынести. Придите к моим ногам и плачьте. Если вы изнемогаете от борьбы, я знаю, что процесс этот труден и обстоятельства окружают вас, но силой моего слова и благодатью моей любви я поддержу вас и успокою ваше сердце. Слезы и рыдания, которые вы проливаете, приходят ко мне, к моему святому престолу, где определяется ваша судьба, где исцеляются болезни и решаются ваши проблемы. Здесь я утешу вас в ваших скорбях. Настало время открыть небесные окна, и пусть на вас прольются безмерные благословения. В тишине вы найдете мой покой, ибо неважно, с какими трудностями вы сталкиваетесь, и неважно,
покидают ли вас люди, главное, что я рядом с вами, чтобы обнять вас и утешить вашу душу. Отпустите сомнения, почувствуйте мою любовь и идите твердым шагом. Неважно, медленно ли вы продвигаетесь вперед, главное – идти вперед с уверенностью и верой. Речь идет не о беге, а о преодолении и выдержке. Я с вами наблюдаю за вашей жизнью, вашей семьей, вашей работой и благословляю вас. Продолжайте ждать с уверенностью и радостью и наслаждайтесь этим чудесным днем, который я приготовил для вас. Я ваш всемогущий Бог, и я никогда не подведу вас. Напишите 1212, если вы верите в Иисуса. Бог говорит, что твоя вера радует меня. Мое сердце ликует, мое присутствие окружает тебя, и мой дух наполняет тебя. Твоя вера говорит тебе, что я реален, и ты можешь доверять мне. Поэтому продолжайте верить и доверять, и вы увидите своими глазами, как исполняются мои обещания в вашей жизни. Я люблю вас чистой и прекрасной любовью. Я был, есть и буду с тобой всегда. Ваша семья очень важна для меня. Многие ваши молитвы будут услышаны очень скоро. Они очень красивые и великие благословения, которые должны прийти. Не бойтесь, не отчаивайтесь, ибо помощь и поддержка приходят с небес, и никто не может остановить ее, Отец Небесный. Хотя враг настойчив и коварен, я останусь рядом с твоей жизнью. Чтобы воспользоваться каждым мгновением безделья и напасть на тебя в час, когда ты слаб или беспечен, когда ты запыхался или думаешь, что упадешь, обратись ко мне с молитвой, воззови ко мне, и я отвечу тебе, наполню тебя силой и защищу тебя. Если сегодня вас беспокоят ваши дети и их будущее, вам нужно только возложить на них молитву и оставить их в моих руках. Я обещаю вам их защиту, они будут в безопасности всю свою жизнь под моей тенью и заботой, потому что я люблю их так же сильно, как и вас. Идите вперед без колебаний, я дам вам силы твердо стоять на пути. Трудности не лишат вас мужества, ибо я наполню вас своей радостью и миром, чтобы вы могли беззаботно наслаждаться моими благословениями. Я буду твоим щитом и твоим мечом, я буду охранять тебя и отгонять все, что может причинить вред тебе и твоим близким. Скажи своим близким, чтобы они открыли мне свои сердца и позволили мне заботиться о них, дарить им свою любовь, как добрый Отец, которым я являюсь. Напишите «Аминь», если вы верите в это сегодня, и если вам понравилось это послание, нажмите «Мне нравится» и подпишитесь на наш канал, чтобы укрепить связь с порталом сознания. Да благословит вас Господь!